Уважаемые телезрители, мы находимся на юго-западе Саранска, столицы Мордовии, у богоявленских родников. Эти родники еще имеют мордовское название, которое в переводе на русский язык означает «ручей жизни». Об этом рассказал историк Владимир Кузьмич Абрамов. Очень вероятно, и по сведениям правоохранительных органов и руководства расследованию прокуратуры Республики Мордовия, именно около этих родников захоронены жертвы большого сталинского террора 30-х годов. И мы сейчас проведем небольшую экскурсию этого места. Открытие этого исторически важного места, открытию мы обязаны очень немногим людям. И среди них очень важную роль играет Николай Андреевич Кручинкин. Он основатель Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1945-45 годов и руководитель Мордовского регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России». Николай Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы произвели поисковые работы около этих родников, как познакомились с Владимиром Кузьмичем Абрамовым. Пожалуйста. Владимир Кузьмич Абрамов, историк, профессор. Он обратился к нам в поисковое движение с просьбой попробовать установить место, где захоронены жертвы репрессий. Вот. У него были уже кое-какие сведения, кое-какие наводки. Ему примерное место сообщили, что именно вот этот район, эти овраги. Вот. А конкретное место они пробовали со студентами поискать, не получилось. И поэтому вот он обратился за нашим опытом. Вот. И когда мы с ним сначала вдвоем приехали сюда, он показал это место. Вот, визуальную разведку сделали. 2004 год. Да, и потом уже мы объявили республиканскую экспедицию в июне месяце. Вот, где-то более 100 человек поисковиков, ребята, пришло сюда с инструментами, со щупами, оборудованием. Извините, Николай Андреевич, и Владимир Кузьмич рассказал, что он тоже удивился, как много людей вы смогли мобилизовать, и он выступал, вы его пригласили провести лекцию предварительную. Да, ребятам он рассказал, что происходило, что за репрессии, какая обстановка была политическая в это время, что толкало на это дело. И самое главное, когда мы пришли сюда, и ребята даже заметили, что хоть и это был лес, а лес всегда радостный, и лес всегда радует душу, тем не менее здесь не слышали птичьих голосов, не слышали, вот какой-то мрачный был лес, поэтому вот это уже настораживало. Вот. Ну и с ребятами по своим технологиям уже по поисковым распределились, направления взяли и стали пробивать шурфы с тем, чтобы вот наткнуться на эти места. Вот. И буквально где-то через 1,5-2 часа уже появился первый результат, первая яма была найдена. Вот. Ну и у нас было разрешение, что мы имели право вскрыть захоронение, посмотреть, но без эксгумации останков. Поэтому мы сделали раскоп широкий, где-то 2 на 2 метра. Вот, полностью вскрыли археологическим способом, не трогая останки, с расчисткой, и уже посмотрели, какая была картина. Пойдемте, Николай Андреевич. Вы мне рассказывали, что трупы репрессированных привозили не по этой дороге, а, скорее всего, с другой стороны. И следы этой дороги заросшие вы частично обнаружили, да? Да, эта дорога, судя по всему, здесь же дачный массив, дачные участки. Поэтому, когда дачи стали здесь разбивать, только тогда, наверное, пробили дорогу. И к тому же здесь очень крутой спуск, и делать, тем более для автотранспорта или для гужевого транспорта, было не резонно.
Вот, и поэтому другой склон, он более пологий, и поэтому дорога шла с той стороны. Вот расскажите, пожалуйста, об открытии. Вы не присутствовали на открытии этого? Да. Были? Инициировала дочь, да? Дочь, больше всего внучка, наверное. Внучка, да. Внучка, да. ошибся. Ну, она вышла на наше телевидение. Телевидение делало большой репортаж, и проект у них какой-то был совместный с ними. Вот, и поэтому они много информации собрали. Вот, ну, само собой, все, что мы знали, тоже рассказали, довели до них. И вот принято решение, хотя вот здесь то, что камень здесь стоит, и здесь захоронены жертвы, наверняка здесь этих жертв нет, они немножко дальше. Угу. На возвышенности. А как думаете, кто принес цветы? То есть это чтится горожанами, да? Здесь уже я после этого даже мне звонили, писали, говорили, что вот есть памятник, и этот памятник уже сейчас считается как памятником всем жертвам. Хотя там стоят кресты, хотя там есть могилы чуть дальше. Тем не менее, вот этот памятник, несмотря на то, что фамилия одна только на этом памятнике, вот он как бы считается уже общим памятником для всех. Поэтому те, кто примерно знает, что здесь лежат их родственники или когда-то были репрессированы, то они, вот, видимо, сюда идут поклоняться. Хотя там около крестов тоже всегда цветы. Иван Андреевич, вот мы видим часовню. Бывший ректор Саранской духовной академии Александр Пелин, когда у него спрашивали комментарии по поводу ваших поисковых работ удачных, он рассказывал, что на этом месте или недалеко от этого места находилась церковь. Вот в каком месте неизвестно, может быть, и он не знает, но он сказал, что до сих пор сюда проводятся крестные ходы. Ну, крестные ходы, скорее всего, к часовне идут. Да, и к роднику. Насчет церкви я даже не слышал, не знаю. Я недавно просмотрел книгу Бахмутства, который специализируется на... Да, по монастырям и церквам. Да. Там только фотография этой часовни говорит, что на месте захоронения жертв политических репрессий сталинского периода. И, ну, к сожалению, про его предыдущего ничего он не говорит, он, наверное, не знал. По документам, видимо, он не нашел. Да, и я не думаю, что церковь была здесь, потому что церкви строились там, где приход. Здесь деревни не было, здесь был овраг, здесь косилось сено, да, вот до этих. А родник, когда здесь оформлен был, так что к ним можно было ходить? А это тоже думаете, недавно? Появилось, да. Ну, может быть, Александр много работ, может, он как бы... Да, что-то перепутал. Да, это совсем ну, а церковь, это же должен быть приход, должен быть народ. А на местах, памятных местах, это часовня. Могла быть часовня и раньше, хотя в советское время вряд ли часовня здесь была. А до этих событий здесь был луг, здесь трава, здесь покосы были. А как... Здесь был полигон артиллерийского училища, который в Саранске находился. Не училище, а полка? Дивизион. Артиллерийский дивизион здесь обучали. И вы в интервью рассказывали, что около башни телевизионной, да? И там были... Оттуда это за чертой города было, поэтому вот это было открытые поляны здесь. И вот люди говорили, что здесь как раз покосы, поэтому оврагу были и стада пасли. Вот. И когда мы проводили шурфовку, мы же каждую ямку проверяли, каждую впадину. Вот. В некоторых мы находили и осколки снарядов, и прочее, которые доказывают, что это был полигон. И землянку где-то вы здесь нашли? Ну, они как бы типа землянок. Типа землянок, ага. Для учебных целей. А как вы думаете, вот недавно я тоже здесь был, после дождя сильного, ураганного, все было ветками, частями деревьев, и снова все облагорожено, цветы. Как вы считаете, это горожане наши? Горожане и, скорее всего, священнослужители. У них же есть здесь люди, которые прикреплены вон в той избушке, у них инвентарь сложен, хозяйственный, да? ведра, грабли, прочее, пиво. Вот. Поэтому вот эту часть.
там, где захоронение, там обычно они не ухаживали. Там больше ухаживают наши ребята, поисковики. То есть получается, если городские органы власти пойдут навстречу для того, чтобы организовать здесь мемориальный комплекс, для того, чтобы почитать память невинно репрессированных, то можно, как вариант, рассматривать, доверить организацию этого мемориального комплекса Русской Православной Церкви. Ну, хотя бы рассмотреть такой вариант тоже, потому что... Ну, наверное, такой вариант тоже возможен. Да. Потому что здесь у них уже как бы и инфраструктура есть своя, и наработки свои есть, и тем более по рассказам же есть и священнослужители расстрелянные, поэтому для них это место тоже интересно, кровно интересно. Поэтому вот. А кто еще там был захоронен? Какие у вас Репрессиям предположения? подвергались же все слои населения, начиная от простых колхозников, единоличников и до высших руководящих органов. И секретариат комнат, и элита интеллигенция, и писатели, и поэты, и учителя, и врачи, и так далее. Поэтому здесь, я думаю, все слои. Да, есть мнение сторонниками вот таких людей диктаторского склада, что репрессии коснулись только какие-то элитные группы или руководящих работников, но действительно большинство, если посчитать, наверное, или 80% это простые колхозники, рабочие, служащие, которые для выполнения количества. Да, наверное, теперь уже не секрет, что каждая республика, каждая область получала план по репрессиям. Лимиты, списки, альбомы по-разному называлось. Да, поэтому подгоняли под это. И, может быть, даже было и структурировано сколько-то членов партии, столько-то интеллигенции, столько-то священнослужителей. Может быть так, могло быть и какими-то компаниями. Прошло где-то вот над татарами, допустим, татарской национальности, все, здесь священники татарские. Пошли гонения на церковь, здесь уже наши мордовские священники попали под это жернова и так далее. Основатель мордовской автономии тоже, вот Илларион Сибиряк в своих мемуарах описывает, что Сталин был, в принципе, противником того, что у Мордовии должна быть своя автономия, потому что он считал, что недостаточная концентрация людей Мордвы, недостаточно компактная. И потом, вот Сибиряк считает, что этот тоже он решил отомстить. Но у него он мстил не только им, а всем слоям общества. Дело даже не в Сталине, хотя он и изначально он за национальную политику отвечал в ЦК партии, и поэтому это кровный его вопрос. И если взять процесс колонизации славянских народов, вот это же место компактного проживания раньше основания мордовского народа, где-то татарского, где-то марийского, где-то прочее, проходил процесс растворения, процесс колонизации, вот именно чтобы заселить эти земли, ну, передавались помещикам, передавались дворянам, прочее, вот, и они вперемешку между вот, национальными селами. Стрельцы, казаки, пушкари, да, тоже для этих целей. Да, получали они. Да, было растворение. Земли, и поэтому, вот, если взять любой район, наш, что запад, что восток, я беру Березняковский район, там село русское, село мордовское, село русское, село мордовское. Потому что мордовские села это исконно там были, а уже русские это когда уже пришлые помещики эти земли получали, и они заселяли уже своими крепостными. Пойдемте, Николай Андреевич. Родников здесь два, да? Один здесь, нет, другой много, там, да? Они, или даже больше? Вот здесь вот с этой избушки родник, туда дальше родник, там тоже родник, можно уже набирать, здесь их много. И по этому ручью бьет.
Вот скоро мы увидим, что там сделали водоем или пруд, да, для сельскохозяйственных целей. Правильно, Николай Андреевич? Ну да, для поливов, для этого. А набирался он естественными водами, подземными это водами. ручей этих родников, эти родники, они и дальше идут. Поэтому вот именно питается этими родниками. Ну и по рассказам кто-то говорил, что когда строили этот пруд, возводили, экскаваторы черпали землю вот отсюда, с этого берега, вот, что якобы даже там кости попадали. Кости, это Ну, потом ужас. по той стороне мы проходили, мы не нашли мест таких захоронений. Вот самая тяжелая часть экскурсии, Николай Андреевич, показывайте. Ну вот отсюда Результаты ваши. мы как бы обозначаем, начинаем вот с этой тропки, и по этой тропке как раз это вот эта зона. И Тропку дальше- тоже вы заложили, да? Да, это- ну, поэтому она здесь и раньше отличается была, от зеленой. потому что народ сюда ходил к родникам за водой, поэтому и здесь ходили. Отсюда, здесь дорога к автостанции идет, тропа, вот можно выйти к автостанции. пешком. Автостанция — это автовокзал, да, имеется в виду? Автовокзал, да. Вот. А здесь уже по этой тропе это на юго-запад, на Энгельса можно выйти. Туда, к Саранке. Сколько всего здесь вот Здесь мы Мест. нашли 7 7? мест захоронений, 7 ям, как мы говорим. И предположительно в сумме около 1000. Ну, 1000 я не берусь. Нет. Примерно, по моим прикидкам, где-то в районе 500-700. 700. Да. Мгм. Где Николай Андреевич? Здесь как бы Да. это место тоже, оно пустое в этом плане. потому Что это мы значит? проверяли просто здесь это нету. перекресток, угол. Ага. И как раз мы эту плиту положили вот как раз, чтобы обозначить именно это место. В сентябре 2004 года, да? Ну или попозже, да? После. Где-то так. Где-то не так. помню, какой. Привозили их, вы говорите, с какой стороны? Дорога была вот, Вот туда от дальше, вокзала, да. да, И, как раз. кстати, первые захоронения мы нашли как раз Ага. туда повыше. И здесь дальше вот на горке уже начинаются дачи, дачные участки. Недавно прошел этот ураган, наверное, здесь. По большому счету, когда мы первый раз пришли, примерно вот такая картина была здесь, по всему этому месту. Только вот Даже по, не убрано было, да? да, по краю было, вот эта тропка была и несколько полянок, где следы от костров, от шашлыков, там прочее мы видели. Вот так. Вы в 70-х годах начали заниматься поисковыми работами, да? Ну, так-то красные следопыты у нас появились уже в 75 году. Движение пошло, а поисковые, настоящая работа уже в конце 80-х. Вот это захоронение мы нашли первые. И как раз здесь мы делали большой раскоп на этом месте. Где-то вот примерно вот эту часть мы вскрыли. Скрывали. То есть- Глубина где-то до останков, ну, около метра. Меньше метра даже, до верхней. И несколько слоев. Несколько слоев. Да. Длиной покажите, пожалуйста, до дерева лежащего, да? Длина, вот мы обозначили все эти места захоронения. Ширина. Вот. Ну да, у вас Ширина очень 3 метра. аккуратно. Они, ширина у всех практически стандартная, 3 метра. А по длине вот это 7 метров, вот, которые пониже, там еще больше, еще длиннее. То есть они, вот я или прослушал, или вы не сказали, они похожего размера? Примерно похожи, Примерно похожи. они прямоугольные, они примерно ширина у всех 3-4 метра, а по длине разные. Да. Есть поменьше, есть подлиннее. И самое главное, когда мы вот это дело тогда сделали, разведку сделали, вскрыли, акт составили в присутствии и представителей прокуратуры, и МВД все это делали. Вот, и потом обратно закрыли, обозначили, то уже
через неделю, когда мы пришли сюда, уже стоял вот этот крест. Мгм. Кто-то уже слышал и поставил крест. Потом икона появилась. Уже, ну и постоянно люди вот эти кружочки поставили, кольца, уже цветы туда сажали. Это уже люди сами приходили, сами ухаживали за этим местом. Ну, те как бы черепа людей, которые вы видели, они со следами от расстрелов? Да, Да. на них следы расстрелов, пулевые отверстия, и мы одну или две гильзы от нагана нашли. То есть их привезли Скорее всего, умерших, здесь расстреливали. но заметили, или, возможно, заметили, что кто-то еще не умер за ночь. Или здесь расстреливали. Или здесь расстреливали, да. Потому что если расстреливают в тюрьме, я думаю, что верхнюю одежду снимали с них перед расстрелом. Незачем полушубки, кожаные пальто вести, поднимать, таскать. Это и неудобно, и неэффективно. Поэтому, скорее всего, когда в тюрьме расстреливали, их раздевали до кальсона, до подштанника, может, вот до простого костюма. Здесь же мы находили и остатки полушубков, и остатки кожаных пальто и прочее. То есть их они одеты были. Да, Вот мертвый и- человек, он не замерзает, получается, вот. в движении. И, скорее всего, вот эти именно были расстреляны здесь. Пойдемте к следующим. И что вами вот тогда, когда вы работали учителем, сподвигло, что больше нельзя просто учеников обучать за партами, а нужно именно приучать к патриотизму в труде таком полезном для истории? Уже с армией нам всегда известно, что через руки, ноги всегда все проходит лучше, чем через уши и глаза. Поэтому вот, и тем более движение следопытов было, потом поисковые движения, проблема без вести пропавших. Поэтому это все было как бы неравнодушны к этому. Поэтому старались что-то делать. Около 2 миллионов осталось еще не найдено, Захоронено. не захоронено. Не захоронено. Сейчас мы пойдем с вами, Николай Андреевич. Это вот там. Вот правильно. Еще раз вот. пальцем покажите. Это вот следующее захоронение вот за этим буреломом. Угу. Ну это недавнее. Да, это очень Когда хороший ветер. у О, нас вот эта тропка была. с каким чистая. хрустом это падало все. Мы расчистили тогда, песочком посыпали у нас все тропки эти. Вот кто-то человек пришел, он молится. Вот так люди ходят. Не зарастает тропа. Да. Если бы были эти места облагорожены, также то и сюда бы люди ходили. Было бы дорожка. Да, и это есть примеры, как можно красиво благоустроить места для того, чтобы люди задумывались, вспоминали тех, кто не сделал, наверное, ничего такого, за что такое им. Да. Если- Невинно убиен. Если мы с вами не упадем, то мы доберемся до следующей цели. Конечно. Падать не будем. Вам легче, у вас обе руки свободны. Если я упаду, возьмете камеру и продолжите без меня. Просите меня здесь. Да, вот тут сложнее. Своих не дропают. Лучше вот здесь. Какая у меня координация движения хорошая. Значит, мужичок работает. Сейчас будет прыжок. Ой. Так, пожалуйста, очертите это очертание. Это следующее. Вот колышки по углам. А, да, ой, да. Мы шурфили лопатами, доходили до останков, щипами потом проверяли и вот место обозначили. Глубина еще раз, пожалуйста.
2 метра? Такая длина. Да, это вниз. А вниз сколько? Вниз где-то, если до дна, около 2 метров, где-то 1,80 м, а до останков, ну, в районе метра, около метра. Около 100 человек здесь приблизительно. Ну, вы, естественно, Ну, вам не грубо, было да. разрешено считать группу города. Грубо, да. А какие у вас мысли насчет того, что если начать процесс, наверное, это эксгумация называется, или как-то по-другому, Эксгумация. как можно по косвенным признакам определить, по какой именно статье были захоронены именно в этой могиле? Это невозможно. Нет. Это По невозможно. одежде, Единственное, можно по возраст количеству. определить. Вот вы еще и предполагали по количеству, да, может быть, Да. так, математически. Возраст. Можно возраст, можно пол определить. А, Документы остались все в само НКВД. собой, Да. не было. Ну и это биологический метод, самый дорогой, самый прогрессивный, но и трудно реализуемый в связи с дорогостоимостью, потому что, конечно, через несколько десятилетий это будет уже Ну да, стоить, это доступно будет. потому что наука развивается, Вот, потому что, и родственников нам чтобы нужно найти. сравнивать, надо иметь еще с кем сравнивать. Мгм. Поэтому надо базу делать тех, кто здесь, и другую базу те, кто вероятный родственник. И только потом вот это может помочь. Вы говорите, что в интервью говорили, что и гарантированно, кроме тех мест захоронений, которые вы обнаружили, вот в этой округе нет, потому что вы очень тщательно, да, делали, вот на этой шурфили территорию. площади тут нет. Следующий вот. Так, полышек вижу. Ну, второй угол вот здесь. Ага. Мы даже насыпь делали в землю, со стороны носили, чтобы Да, но в чем прелесть травы, она может зарасти любую насыпь. Для этого нужен уход. это как Те, бы кто- поменьше, чем те. Мгм. Вот граница где-то на 1-2 метра меньше. Вот это. Так, но у них ведь, тех, кто захоранили, колышков не было. Как они определяли, где в следующем месте? Значит, возможно, действительно существуют или существовали топографические карты мест захоронений Я по не думаю, конкретному? что на картах это обозначали, хотя, возможно, они где хоронили, должны это зафиксировать. Другой вопрос, это же время их сравняло, время они опустились. А если это в течение 2-3 лет, они могилы правильно. были свежие, они насыпь была на них. И, в принципе, для них ничего не стоило копнуть, увидеть, что переполнено, и пойти в другом. Ну да. То есть там... Да. Вот следующий, вот. Вон там 2 полоса. И конец. Где-то вот здесь, наверное. Ой-ой-ой, какая длинная. Да. Вот еще полоса. Так, вот колышек. Второй, вы имеете в виду вот это? Да. Ага. Да, это очень много. Очень... Это самый длинный или есть кто-то еще Вот длинный? это, пожалуй, самый длинный. Вот это и та. Угу. Это самый длинный большой. Это короче. Если я не Колышек. ошибаюсь, еще вот там под этими должна быть. Колышек. Вот это совсем как бы маленький. Угу. Один угол. Где-то Да, ну и вот здесь. это убрать Это нет всё проблем, убрать. если что. Деревья высокие здесь, плодородная почва здесь. Ну и низина. Какие еще места в Саранске говорили, что ну, там, к сожалению, не удалось найти, но вы слышали, что там тоже Ну, говорили про Зелёная Зелёная роща. роща, где потом про Тимарский лес говорили. Ну, там не надо. туберкулезная больница, по-моему, вы в интервью говорили. Ну, Или это там... тот же район Зеленая А, это тот же, да? Роща. Мгм.
Вы там делали попытку, не получилось. Ну да, походили. Потому что здесь есть место родник, хоть около него, а там, наверное, вообще таких ориентиров Да. трудно да. найти. Ну, вот. Ага. То есть вон родник. Вон, Николай Андреевич, смотрите, все верхушки сломаны. То есть ветер прям Да, здесь мощный ураган был. как раз Ураган. прошел. Туда на Сельтекстрой, в сторону Сельтекстрой, там вдоль дороги новой, все повалено. Сейчас лежат. Вот здесь как раз этот коридор был. Нет, поэтому нет. Но даже если не получится осуществить эту дорогостоящую и сложную в организации процесс перезахоронения и определения личности, или, то в любом случае группами, списками можно обозначить, что, по крайней мере, вот эти люди, эти сотни людей, они были здесь в такие-то даты расстреляны по таким-то статьям. Это если будет документ, что он расстрелян в Саранске, хотя бы вот такой документ и такой список, тогда его можно помещать. То его могли и в Чуфарове расстрелять, и в Ордатове расстрелять, и куда-то увезти, и где-то. То есть в книге памяти есть только информация, что приговор, вот судебный акт приведен в исполнение, Да, а да, где да. именно у нас нет А пока где там информации. нету, Мгм. В этом. А информация есть в архивах, там, или МВД, или ФСБ, Ну, где-то раньше там. НКВД было, Там потом спецотдел, КГБ, что ли? сейчас Мгм. ФСБ, они где-то там, скорее всего, лежат, есть, должны быть. Как вам кажется, может быть, выглядеть, там, допустим, лет через 5, если все получится, мемориальный комплекс? Что будет, как возможно, здесь будет, какая растительность, может быть, газоном, или это дизайнеров можно пригласить? Я видел в Калуге такое место, такой мемориал. Видел и по телевидению, и в интернете есть в Москве, где-то под Москвой есть другие. А так вот место-то замечательное, оно и поддается вот облагораживанию. Вот единственное, убрать вот этот валежник весь, само собой вывести. Вот. И второе, обозначить могилы, приподнять их, чтобы было видно, что это могила. Это второе. И третье, может быть, около каждой могилы поставить какой-то знак, что именно это могила, а не просто горка, пригорок. Вот. И плюс дорожки, само собой. Здесь очень хорошо проглядывается кольцевая дорожка, вот такая, как раз между всеми, около всех могилок, кольцевая дорожка. Мы в свое время такую дорожку делали. Вот где сейчас памятник Ванду, вот туда нам привезли тогда КАМАЗ песка и КАМАЗ щебенки. Вот эту щебенку и песок мы ведрами с ребятами носили сюда и обсыпали. Значит, могилы обсыпали песком, они были покрыты все. Вот, дорожки просыпали щебнем, гравием. Вот они беленькие были дорожки. Ну, года 3-4, наверное, они держались, пока трава не проросла. Поэтому это все возможно. А если будет асфальт или брусчатка, вообще будет все красиво. Вот, и скамеечки, чтобы посидеть и повспоминать. Еще списки, возможно, да? Ну и списки, да. Мини-краткая информация. Сами эти списки уже делают самостийно. О священниках, да? Там Да, список. да, Ага. да, там списочки есть. Молодцы. Ну, еще раз говорю, за списки я не ручаюсь, пока не увижу подлинный Да, документ, вот. Потому что Да. напишем, что человек здесь, а может он живой остался, что Да. каким-то чудом. Вот. Поэтому здесь должно быть точно документальное подтверждение. Прошло 14 лет с момента, когда ваша команда произвела вот эти поисковые работы. И время прошло. Как думаете, мы какое-то место сейчас как бы у нас вылетело из памяти? Или мы прошлись по всем? Нет, мы все Всем. Все 7. увидели. Пойдем сходим, посмотрим, что за пруд там.
Мы специально вот эти насыпи тогда сделали, и мы же тогда вот эти все могилы оконтурили маленькими чурбачками. Вот все у нас прям были вдоль. вот такие. Сейчас они Сгнили. попадали, Мгм. да. А так они все были обозначены с тем, чтобы не потерять их потом, чтобы по новой не искать. Вот. Естественно. Вот. Ну и сюда, насколько я знаю, недавно приходили ребята, сотрудники, и поисковики, и сотрудники магазина вот нового Марлен, который на Химаша открылся, строительный магазин. Вот они как бы взяли шефство над этим местом. Ребята молодцы. приходили, вот то, что он, наверное, распило, вот эти валежник распиливали, это они как раз, наверное, убирали. Мгм. Вот. Ну и ежегодно мы 30 октября, это день памяти жертв репрессий, мы с ребятами приходим сюда тоже и уборки. Тут уже очень холодно и морозец, конечно. Ну, 30 всё равно, октября, да. приходим с ребятами, делаем уход. И по весне тоже стараемся прийти после зимы. Как вы думаете, вот в Мордовии около миллиона людей живет, в Саранске 300 с чем-то тысяч. Сколько людей знает, где, вот как по нашему части российского народа прошлась вот эти репрессии? Или это просто ушло из памяти? Пожилые-то все знают, все это помнят. И кого-то коснулось, кого-то кто-то видел соседей и прочих, родственники. И еще конкретизирую, что именно вот в этом месте. А что про это место? Большая вероятность, что здесь. Я думаю, очень многие знают, особенно среднее и старшее поколение, потому что когда мы нашли, тогда столица АЭС хороший материал давал в нескольких номерах, и телевидение наше показывало вот эту нашу работу, и вот эти места показывали. Когда памятник Ванду открывался, тоже было освещено в СМИ. Поэтому, я думаю, многие знают. Вот эта щебеночка еще остался вот от наших. Ага. И тогда просыпали вот эти все дорожки. А посыпать для того, чтобы трава не растет на нем, да? И трава, и чтобы дорожка была известна, видно, что в целом. и как раз вот здесь могила, мы как раз между ними, около них, и вот эти дорожки и сделали, просыпали. А если действительно те люди, которые вот организовывали мордовскую автономию, создавали культуру и мордовских организаций, и татарских, и разных национальных групп, и научные организации, и организации там руководители школ, учителя, и деятели культуры, и писатели, литературные работники, эти списки. То есть люди очень, в принципе, при жизни-то нормальными людьми, это люди должны были вызывать уважение. Вот если действительно это здесь, то это еще очень сильно воздействие оказывает, потому что разве можно так относиться к людям, которые так могут сильно улучшить жизнь нашего общества, могут давать нам учить в школах и создавать лучшие спектакли, создавать литературные произведения, научный труд. Тоже вот это ужасает. Да и вообще поклонение и почитание умерших, неважно какой смертью человек умер, все равно это уже должно быть у каждого народа. И поэтому здесь даже независимо от чина, от должности, просто это человек, это уже должно быть достойно уважения и достойно памяти. Сегодня 11 сентября? 11. 11 сентября 2018 года. Недавно вы вернулись из поисковой экспедиции. Расскажите, пожалуйста, кратко, куда вы ездили, сколько человек из Мордовии? Это традиционная экспедиция, мы каждый год с 1988 года ежегодно выезжаем в поисковую экспедицию, уже более 180 экспедиций на нашем счету. Вот за это время мы едем на места боев, где мы знаем, что лежат останки погибших наших героев, которые в свое время не были похоронены сразу после боя. Вот, и останки, к сожалению, до сих пор они еще лежат не захороненными. Или в воронках, или где-то в окопах, или просто остались на поверхности и затянуты корнями. Вы говорили, около 2 миллионов еще таких. Это слова Дмитрия
Медведева, когда он был президентом, он официально признал вот эту цифру, что около 2 Ему справку миллионов, подготовили да. такую, что Вот, а так, по нашим подсчетам, еще намного больше, даже, больше. по нашим прикидкам. И вы объясняли причины, потому что кого считать, там, кто попал под мобилизацию, кто еще не был оформлен, или кого не дошел до части. То есть много формальных признаков. Да, учет слабый был в годы войны, поэтому очень много. Ну и тем более после войны где-то поля распахивались, и там, где были окопы, они были разровнены землей, где-то по ним сажали посадки по окопам, по этим местам, где-то что-то. Поэтому ну и ежегодно не только наш отряд, это вся Россия, и плюс не только российские. Вот в последней экспедиции были отряды и поисковики из Эстонии, из Молдавии, из Киргизии, из Казахстана. Вот мы, белорусы, вместе работали. Вот, и поэтому вот всем лагерем мы подняли останки 192 солдат и похоронили их нормально, 192. достойно, с гражданскими, духовными, военными почестями, с салютом, с отпеванием и так далее. То есть вот стараемся ежегодно, и правительство нас поддерживает в этом, финансирует наши выезды. Каждый год выезжаем на эти места. И расскажите, пожалуйста, предысторию, как около, в стенах даже Чуфаровского монастыря обнаружили захоронение. Под захоронением животных обнаружили захоронение людей, заключенных, по большей Это части. уже после того, как вот здесь мы провели работу, вот, резонанс пошел, и поэтому до нас дошла информация, что в Чуфарове тоже, в бывшем монастыре, в свое время была тюрьма такая расстрельная, и местные жители, а тем более мальчик один поисковик был родом с Чуфарова, с этой деревни, бабушка ему рассказывала что-то. Вот, мы решили проверить, вот, поискать места. Понятно, если умирали в тюрьме, если расстреливали, где-то они должны быть захоронены. Вот, поэтому большая работа была проведена, несколько экспедиций, пока мы нашли это место. Это место называется скотомогильник, они называли тогда. Вот. Местные жители, да? Да. И действительно, когда мы нашли это место, правда, там стоял крест уже тоже недалеко от могильника. Вот. И когда увидели вот эти лошадиные, коровьи кости, вот, решили проверить под ними, потому что там были характерные выемки, которые показывают, что было здесь что-то, какая-то яма. Вот. И когда мы разгребали эти кости и пробивали шурфы, закладывали, то оказалось, что именно на разной глубине, где-то на полметра, где-то на глубине метр, тоже оказались человеческие останки. Вот. И потом уже мы как бы убрали вот это с поверхности все безобразие. Вот, а уже отец Николай Новотрясов добился того, чтобы эксгумировать останки вот этих, тех, которые лежат именно на территории скотомогильника. Потом-то мы уже проводили более широкую разведку и увидели, что не только под скотомогильником, а там поле целое, и на этом поле есть еще захоронения. Эти захоронения мы только нащупали, только ряды посмотрели, а эксгумировать уже не стали. Они как бы Потому что они отдельно захоронены, в большинстве из них, и на глубине и глубина традиционно. приличная, нормальная. Ну, понятно, не 1,80 м, как сейчас хоронят. Поменьше, тем не менее, они ориентация запад-восток сохранена. Это значит, их нормально хоронили. Вот, и рядочками, если здесь мы в этом месте, в скотомогильнике, находили там друг на дружке, на разных уровнях, там перемешку и по несколько человек в одной яме, вот, то там по одному, по два человека, и они аккуратно уложены, поэтому трогать их не стали. И глядя на некоторых из них, тех, кто был захоронен, можно было понять, в каких условиях содержались заключенные, потому что некоторые были скрючены, позы, и вы описывали, что такое может быть, когда человек помещают в карцер за наказание, как бы такое пытка холодом,
с незастекленным окном зарешоченным, и человек превращается в скрюченного. Да, это мы Что? можем только догадываться, вот смотря на позу скелета, как он лежал. Одно дело, когда он лежит на спине и руки сложены на груди, это одно. И второе, когда он лежит на боку, руки согнуты, ноги согнуты, скрюченные. Понятно, это уже другое, другие условия, другой случай. Поэтому здесь можно делать догадки. А крест поставили как раз Это уже священники поставили. священники. Да. В каком году, не знаете? Где-то Через года несколько лет? через два. Года после через два. Этого, да. 2006-2007, где-то так. Вот тот верхний крест появился сразу, через неделю, который Да. мы смотрели, Около, маленький да. крест. А, видимо, потом уже священнослужители решили посолиднее это место отметить, поэтому они этот крест поставили. Чтобы увидеть одно из красивых природных объектов этого места, пруд, нам удобнее с этой стороны подняться. Наверное, да. Да. Алло. Здравствуйте.